Это крыльцо этой квартиры, и рядом квартиры тот человек, который меня убивал. Я учитель географии, биологии и химии в Окналовской школе. Мне 71 год. И вот последних 4 года я являюсь бомжем в полном смысле слова. Ко мне подошел этот сосед, и он меня сзади ударил трубой металлической по голове. Меня спасло то, что была шляпа. Я как учитель биологии, я там это отхожее место превратила в усадьбу. Цветы, деревья, кустарники. Этот дом отремонтировали. На него внесли на ремонт, на это, говорят, 1,5 миллиона рублей. Все даже строители знали, что этот дом ремонтируется для учительницы. Это крыльцо этой квартиры, и рядом квартиры тот человек, который меня убивал. Видят, что меня не сломать, что меня не уломать, меня не вынудить. Они подают иск о выселении, принудительном выселении на суде. Они заявили, что я вообще никакого отношения к этому дому не имею, что это маневренный фонд, что это жилье не принадлежит никому, и мне в том числе, что мне отремонтировали благоустроенную квартиру. Куда вы меня переселяете? То унижали меня, угрозы были, убийства, все такое, вы прекрасно об этом знаете. И вы туда переселили их, и меня туда снова, чтобы меня в конце концов вообще убили. Достала ее, растянула. Достала какие-то вещи из сарая. Тогда было еще тепло. Июль еще тепло было. Хорошая погода была. И я, вы знаете, даже почувствовала какой-то романтизм бывший студенческий. В палатке, солнышко светит, все такое. И так вот я жила до декабря месяца. До декабря я обморозила ноги. Вы знаете, я написала 20 писем Путину. 20. Каждую горячую линию я ему звоню, пишу смс-ки. Я к вам обращаюсь с огромной просьбой. Помогите нам, пожалуйста, потому что иначе жить уже просто невозможно. Помогите, пожалуйста, нам. Ради детей, ради маленьких детей, моих внуков и моего сына. Тебе дали благоустроенную квартиру. Там твои вещи, приезжай и живи. Я говорю, это не моя квартира. Я попала в самую настоящую мясорубку, когда маленький человек, даже учитель, даже ветеран труда, даже в таком возрасте, просто маленький винтик в этой мясорубке против человека.